الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد عباد الله وربي الله любовь ради Аллаха она занимает великое положение. Она имеет очень важное место в религии. Любовь ради Аллаха Субхану ва Тааля, она же дается не каждому. Любовь, способность человека возлюбить ради Аллаха Субхану ва Тааля, она дается человеку только, которого любит Аллах Субхану ва Тааля. Поэтому стремитесь, о рабы Аллаха, любить друг друга ради Аллаха Субхану ва Тааля. Вы скажете, а как же мне стать этим человеком, который любит ради Аллаха? Как могут мусульмане приобрести вот эту любовь друг к другу ради Аллаха? Как укрепить нашу любовь друг к другу ради Аллаха Субхану ва Тааля? Знаете, что указано в Коране и в Сунне на это. И первое, что нужно сделать? Первое средство, запомните его. Если человек любит своего брата, мусульманина, ради Аллаха Субхану ва Тааля, он должен сообщить ему об этом. Нужно сообщить ему о том, что ты его любишь. Об этом сказал пророк, алейхиссалату вассалам, «Иза хабба ахадукум ахаху, фалию'лимху аннаху юхиббу». Если кто-то из вас возлюбил своего брата, то пусть сообщит ему об этом. Анас ибн Малик рассказывает, говорит он, однажды сидел возле пророка, алейхиссалату вассалам, человек некий, и проходил другой. Тот, который сидел возле пророка, алейхиссалату вассалам, сказал ему, «Я Расуль Аллах, инни ля ухиббу газа». О посланник Аллаха, я люблю этого человека. Пророк, алейхиссалату вассалам, сказал ему, «А'алямтаху?» Ты ему об этом сообщил? Сказал, нет. «А'алимху». Сообщи ему. И этот человек поднялся и догнал того человека и сказал ему, «Инни ухиббука филлах». Я люблю тебя ради Аллаха. Он сказал, «Ахаббака аллади ахбабтани лах». Да возлюбит тебя тот, ради которого ты возлюбил меня. Любишь человека ради Аллаха Субхану ва Тааля, сообщи ему об этом. Это будет причина для укрепления любви между вами. Это станет причиной для единения, сплочения сердец ваших. И пророк, алейхиссалату вассалам, поэтому сказал, «Иза хабба ахадукум ахаху филла фалию'лимху, фа иннаху абка фил ульфа, ва асбату фил мавадда». Если кто-то из вас возлюбил брата своего ради Аллаха, пусть сообщит ему об этом, потому что это поспособствует длительности дружбы. И это поспособствует укреплению любви. Это первое средство. Сообщай брату о том, что ты его любишь. Второе средство – распространение салама между мусульманами. Побольше приветствовать друг друга миром, саламом. Пророк, алейхиссалату вассалам, сказал, «Ля тадхулюль джанната хатта ту'мину». Не войдете вы в рай, пока не уверуете. А не уверуете, пока не будете любить друг друга. «Аваля адуллукум аля шейин иза фаальтумуху тахабабтум». Сообщить ли мне вам о такой вещи, которую, если вы начнете ее делать, вы начнете любить друг друга? «Афшус салама бейнакум». Распространяйте между вами салам. Но, к сожалению, заходит человек даже в мечеть, видит там другого и не говорит ему саламу алейкум. Почему? Не из его группы этот человек, не из круга его, не из партии его, не из хизба его, не из джамаата его. Это Аллах тебе так приказал. Что если не из твоего джамаата, не из твоего хизба, не из твоей партии, что не надо говорить ему саламу алейкум? Или идет человек по улице, видит мусульманина, и не говорит ему салам. Почему? Да потому что тоже не относится либо к его хизбу, партии, группе, кругу, либо к его нации. Вот так вот разделилась умма. Инна лилля ва инна илейхи раджиун. А если будут приветствовать мусульмане друг друга, знаешь ты человека, не знаешь, будешь приветствовать. Это из причин, из важнейших причин любви и сплоченности между ними. Третье средство, у раб Аллаха. Третье средство – подарки. Дарите друг другу подарки. Если брат дает другому брату подарок, пусть это будет незначительный подарок. Если делать это ради Аллаха Субхану ва Тааля, какое это великое средство для укрепления любви между ними. Тахадау тахаббу. Пророк, алейхиссалату вассалам, сказал, дарите друг другу подарки и будете любить друг друга. Ради лика Аллаха Субхану ва Тааля давай. Да, брат за тебя, он сделает дуа, помолится за тебя в тайне.
Ты делай это ради Аллаха Субхану ва Тааля. Не потому, что ты хочешь чего-то от этого брата. Ты хочешь, чтобы этот подарок приблизил тебя к Аллаху Субхану ва Тааля. А четвертое средство, рабы Аллаха, чтобы нам любить друг друга, и чтобы укрепить эту любовь друг к другу ради Аллаха Субхану ва Тааля, посещать друг друга. Одна из забытых советов пророка, алейхиссалату вассалам, которые многие не исполняют. Посещать друг друга. Но, конечно, посещение, здесь нужно соблюдать умеренность, золотую середину. То есть не надо слишком часто, слишком много докучать людям посещениями, но в то же время не надо, чтобы посещений было мало, чтобы не было чрезмерности и в то же время, чтобы не было упущения. И пророк, алейхиссалату вассалам, он сказал нам об этом. Он сказал: «Зур гиббан таздад хуббан». Зур гиббан таздад хуббан. Посещай время от времени, и увеличится любовь. Может быть, через день, может быть, раз в 2 недели, через неделю, может быть, раз в месяц. В зависимости от традиции в обществе, в зависимости от близости людей друг к другу. Если слишком часто будешь посещать человека, и это будет длительное посещение, ты надоешь. Он любит тебя ради Аллаха, но ты можешь надоесть. Если редко будешь посещать, то он тебя забудет, и вы отдалитесь друг от друга. Поэтому проведывай своих братьев-мусульман время от времени, для укрепления любви между вами. 5 средство. Пророк, алейхиссалату вассалам, посоветовал нам. Любовь и ненависть, они должны быть умеренными в определенной степени. Потому что, может быть, ты человека слишком любишь, а когда-то этот человек станет ненавистником твоим. А может быть, наоборот, ты ненавидишь человека, этот человек когда-то станет возлюбленным твоим. И сказал поэтому пророк, алейхиссалату вассалам: «Ахбиб хабибака хаунан ма, аса якуна багидака яуман ма. Вабгид багидака хаунан ма, аса якуна хабибака яуман ма». Если любишь того, кого любишь, то люби в определенной степени, ведь, может быть, в один из дней он станет твоим ненавистником. А если ненавидишь, то ненавидь только в определенной степени, ведь, может быть, когда-то он станет твоим возлюбленным. А теперь я скажу вам о 6 средстве, о котором многие либо не знают, либо забывают. А 6 средство – покорность Аллаху Субхану ва Тааля, праведные деяния и оставление грехов. Вот если мы будем оставлять грехи и будем покорными Аллаху, это поспособствует тому, что мы будем любить друг друга. Почему? Потому что если ты покорен Аллаху, значит тебя любит Аллах. А если Аллах тебя любит, значит Он делает так, что в сердцах людей появляется любовь к тебе. А если люди тебя любят, и ты любишь их, то тогда укрепляется любовь между мусульманами. Поэтому пророк, алейхиссалату вассалам, он и сказал, что причина, почему люди, вроде они любили друг друга ради Аллаха, вроде же были братья, но расстаются, разобщаются. Почему? Да потому что грехи делают это. Пророк, алейхиссалату вассалам, сказал: «Ма тавадда снани филляхи азза ва джаль, ау фил ислам, фаюфарраку бейнахума илля бидамбин юхдисуху ахадухума». Если двое, говорит он, любили друг друга ради Аллаха, любили друга в исламе, а потом были разлучены, то есть произошел раскол, то это непременно по причине греха, который совершил один из них. Поэтому давайте будем бояться Аллаха Субхану ва Тааля в отношении самих себя, в отношении своих братьев и отстраняться от прегрешения, от ослушания Аллаха Субхану ва Тааля. Потому что то, что разлучает многих братьев и разобщает их, и сеет вражду, ненависть между ними, это не иначе, как грехи. Это не иначе, как ослушание Аллаха, либо одного из них, либо всех, либо часть из них грешит, либо все. И помните, о рабы Аллаха, вот это вот 7. Ихляс, искренность. То есть твоя любовь, она должна быть искренней, действительно, только ради Аллаха Субхану ва Тааля. Вот сейчас пусть каждый из нас себя спросит. И сам себе даст честный ответ. Ты любишь вот людей, того, этого, 2, 3, 4. Ты любишь его почему? Потому что он из твоего джамата, он из твоего круга, или что-то он тебе, может, хорошее сделал, или, может быть, у вас торговые дела, бизнес, какие-то общие интересы, или, может, он просто твой соплеменник, твоей национальности. Из-за чего? Ответь себе сам. И пусть боятся те, которые раскалывают вот эту умму, которые устанавливают дружбу и непричастность
любовь к человеку или отречение от человека не на основе любви к Аллаху Субхану Тааля, не на основе таухида и имана. У рабы Аллаха аль-валя, то есть дружба, любовь друг к другу, она строится только на имане. Верующих мы любим всегда. И чем больше вера, тем больше любим. А отречение аль-бара, оно бывает от мушриков. От мушриков отрекаемся мы. Запомните это, о рабы Аллаха. А не так, что вошел человек в твой джамат, в твой круг, в твой хизб, в твою партию, значит ты любишь его, свой. А если он вышел из твоего хизба, из твоего круга, все, ты его ненавидишь и враждуешь с ним. Это трагедия, это катастрофа на самом деле. Запомните, о рабы Аллаха, любовь ради Аллаха между нами, это наряду с таухидом, наряду с соблюдением сунны, одна из важнейших причин объединения этой уммы. И посмотрите на мухаджиров и на ансаров, как они любили друг друга. Ради Аллаха Субхану ва Тааля. Пророк, алейхиссалату вассалам, он рассказал о человеке об одном, который любил своего брата ради Аллаха. Хороший человек. И он пошел посетить своего брата, отправился. И Аллах Субхану ва Тааля отправил ангела, чтобы спросить этого человека, причина, почему он идет посетить своего брата. Человек ответил, и тогда ангел сообщил ему благую весть. Какую благую весть? Об этом в истории. Пророк, алейхиссалату вассалям, говорит, однажды некий человек решил посетить своего брата в далеком селении. И Аллах Субхану ва Тааля направил ангела на его путь. И когда этот человек подошел к тому месту, где находился ангел, ангел спросил его: «Айна турид?» Куда ты направляешься? Он сказал: «Уриду ахан ли фи хазиль карья». Я хочу посетить брата своего, который в этом селении. Ангел спросил: а ты преследуешь какую-то цель? Ты хочешь получить от него какую-то выгоду? То есть что-то нужно тебе от него, какая-то мирская цель у тебя есть. Ты это преследуешь, это хочешь? Он сказал: нет. Нет, гайра анни ахбабту филляхи тааля. Нет, только одна цель, одна причина. Я его полюбил ради Аллаха. И тогда ангел сказал ему: фа инни расулуллах илейк. «Бианна Аллах кад ахаббак кама ахбабтаху фи». Я посланец Аллаха к тебе, чтобы сообщить тебе, что Аллах возлюбил тебя так же, как ты возлюбил этого человека ради него. Тебе такая благая весть от Всевышнего. Всевышний Аллах с высоты 7 небес сообщает тебе, что Он полюбил тебя, возлюбил тебя за то, что ты брата своего возлюбил ради него. Давайте же любить друг друга ради Аллаха Субхану ва Тааля. Ансары полюбили мухаджиров ради Аллаха Субхану ва Тааля не из-за родственных связей, не из-за происхождения, не из-за должности, не из-за денег. Они полюбили ради Аллаха, получили в ответ что? Любовь Аллаха к ним. Любовь Аллаха к ансарам. Более того, тех, кто любит ансаров, тех Аллах Субхану ва Тааля любит. Вот как сделал Аллах Субхану ва Тааля. Полюбил ансаров за их любовь к мухаджирам ради него, и полюбил тех, которые любят ансаров ради Аллаха Субхану ва Тааля. Пророк, алейхиссалату вассалям, сказал: «Ла юхиббуль ансар, илля му'мин, ва ла юбгидум илля мунафик». Любит ансаров только верующий, а ненавидит их только лицемер. «Ман ахаббахум, ахаббахуллах, ва ман абгадахум, абгадахуллах». Кто любит их, ансаров, того любит Аллах. А кто ненавидит ансаров, того ненавидит Аллах. И мы свидетельствуем, о Аллах, что мы любим ансаров ради тебя. А этот человек, который посетил своего брата ради Аллаха Субхану ва Тааля, и ангел спросил его по причине, он сказал, что не из-за мирской какой-то выгоды, а только ради Аллаха Субхану ва Тааля. И он сообщил ему, что Аллах любит его. И в хадисе Кудси сообщается, что Аллах Субхану ва Тааля, если Он возлюбил какого-то человека, то Он делает так, что люди начинают любить его. И если тебя Аллах любит, знай, что люди тебя будут любить, и знай, что Аллах Субхану ва Тааля, Он будет отвечать тебе на твои мольбы и принимать твои просьбы. И посещайте друг друга, о рабы Аллаха, ради Аллаха Субхану ва Тааля, желая приблизиться к вашему Создателю.
И мы просим Аллаха Субхану ва Тааля, чтобы Он наделил нас с вами любовью друг к другу ради Него. Аллахумма салли аля Мухаммад ва аля али Мухаммад, кама саллейта аля Ибрахим ва аля али Ибрахим, иннака хамидун маджид. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك حبك وحب من أحبك وحب عمل يقرب إلى حبك.